В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах к этому часу. В Намском Лосе проверили готовность к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Комиссия ПЧС проверили пункты временного размещения и питания. В селе Бетюнь Амгинского района на базе отделения социально-медицинской реабилитации проходит лечение и реабилитацию спортсмена адаптивного вида спорта, участники игр «Джулур». День работника культуры. Город Покровск стал центром притяжения для авторов со всей республики. В Центральной библиотеке прошел республиканский форум литературных клубов и объединений. В Якутии понижена грузоподъемность на двух региональных автозимниках в связи с остановившейся устойчивой теплой погодой и ухудшением состояния проезжей части. Грузоподъемность республиканских сезонных дорог в Вилюйском и Ленском районах снижена до 20 тонн. Ограничение введено с 25 марта на ледовом зимнике через реку Вилюй на 3-м километре и автомобильной дороге Эйдиген, а также на участке Хамрап-Пеледуй автомобильной дороги Умнас. В Намском Лосе проверили готовность к весеннему половодью и пожароопасному сезону. Замначальника Центра МЧС России Алексей Шульгин и комиссия ПЧС оценили работу единой диспетчерской службы, пунктов временного размещения и питания и организации медицинского и психологического обслуживания. На случай подтопления в райцентре подготовлено 3 таких пункта на 450 человек. В местности Тулук прошла демонстрация сил и средств гражданской обороны, в которой задействовали 165 человек и 50 единиц техники. По итогам проверки был составлен перечень рекомендаций по усилению мер безопасности в районе. Люди знают, чем будут заниматься, техника исправна. На случай наших циклических рисков, это паводок или возникновение ландшафтных пожаров, уже практически будем смотреть, как мы будем это дело все ликвидировать. Пени за просрочку оплаты коммунальных услуг до 2027 года будут рассчитывать по минимальной ключевой ставке. Как пояснил член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров, сейчас применяется уровень в 9,5%. Это ниже действующей ставки Центробанка. Пени начинают начислять с 31-го для дня просрочки. Сначала по более мягкой формуле, затем размер увеличивается. Таким образом, чем дольше не оплачивать коммунальные услуги, тем быстрее растет долг. В селе Бетюнь Амгинского района на базе отделения социально-медицинской реабилитации проходит лечение и реабилитацию спортсмена адаптивного вида спорта, участники 15-х игр «Джулур». Согласно соглашению между Минспорта и Минтруда, в этом году в центре организовано 16 смен для реабилитации инвалидов, участников СВО и их семей. Сейчас подготовку в отделении проходят теннисисты, а в дальнейшем планируется провести еще 5 сборов по различным адаптивным видам спорта. Лечение проводится у нас в основном это физиолечение, да. Очень много видов нашего физиолечения. Это магнитотерапия, грязелечебницы, всякие световые виды лечения, электролечение, да. И лечение, массаж. Затем у нас идет утром обязательно лечебная физкультура. Кроме этого, есть работа психолога, которая очень важна на сегодняшний день. Особенно она важна спортсменам адаптивного вида спорта, СВО участникам. В Якутске подвели итоги регионального чемпионата профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Соревнования прошли по 73 основным компетенциям и 17 направлениям фестиваля возможностей, объединив школьников, студентов и специалистов из 50 учебных заведений. Всего было определено 230 победителей и призеров, а лидеры в своих категориях теперь представят Якутию на всероссийском этапе в Москве. Проводить ее надо ежегодно, так как это часть всероссийского этапа. Нам нужны рабочие специальности. И оставлять за бортом ребят, которые имеют какие-то заболевания, я думаю, не стоит. Мы в этом убедились сами. Они являются настоящими профессионалами на 100%, которые могут выполнять те или иные задачи не хуже здоровых людей. Поэтому проводить надо ежегодно, и ребята не должны останавливаться на достигнутом. Потом уже это будет успехом, когда мы увидим их уже работающими в конкретных предприятиях и приносящими пользу всей нашей стране и в республике в том числе.
В Усть-Салданском Улусе молодые учителя покажут свои навыки и знания. Так, на 25-м конкурсе «Молодой учитель Заречья» участвуют 19 педагогов из 6 муниципальных районов. Конкурс проходит на базе Мюрюнской средней общеобразовательной школы номер 2, оснащенной всеми передовыми технологиями, для того, чтобы участники показали все свои умения, знания, методику преподавания в испытаниях. Такие мероприятия служат развитию учителей и обменом опытом между собой. Мы рады приветствовать всех гостей и участников сегодняшнего конкурса. Конкурс будет проходить в 2 дня. Так, главная цель этого конкурса – это раскрыть таланты и умения молодых педагогов. Более 300 участников заявились для участия в чемпионате Лёкминского района клавагонки по скоропечатанию. Организаторы IT-центра района проводят чемпионат 3-й год. Подробности об этом далее. Текст буквально бежит из-под пальцев. Участники районного чемпионата готовы показать свои результаты. В этом году мы проводим 3-й районный чемпионат по скоропечатанию клавагонки. С каждым годом у нас количество участников растет. Участники у нас это школьники, трудовые коллективы и пенсионеры. 3 группы, у каждой свои цели. У школьников сплошные плюсы. Скорость печати им очень пригодится. Повысилась скорость? Да, обычно я медленнее печатал, а так поучился, потренировался и стало лучше. Пригодится тебе? Конечно, это в жизни всегда обязательно, если я, например, вот хотел на айтишника поступать, учиться, и это понадобится, мне кажется, в жизни скоропечатания. У Бориса опыт уже имеется, скажем больше. Он свободно работает и на английской раскладке. Я бы сказал, это уже наработанный опыт. Ну и я участвовал в прошлогодних версиях этого конкурса, так что да, я набил руку. Бесспорный победитель – более 300 знаков в минуту. Очень неожиданные результаты для меня самой, потому что я никогда не думала, что я так быстро печатаю. Но вот коллеги предложили поучаствовать, и я согласилась в клавагонках. Да, но мы на работе немножко тренировались, конечно, там в перерывах между работой. Вот так получилось, да. Никогда такого результата у меня не было, даже на тренировках. Кстати, офис «Мои документы» участвовал в конкурсе всем составом. Конечно же, не у всех за 300, но в плюсах дружное участие. Алиса Андреевна у нас участвует 3-й год. Быть на «ты» с клавиатурой добавляет уверенность в себе и позволяет быстро и грамотно работать с любым текстом. Но я не считаю, что я очень быстро печатаю. Мне еще, как говорится, тренироваться и тренироваться. Но первый раз я участвовала. В общем-то, предложили, и я пошла поучаствовать без всяких тренировок, конечно. Ну, результат есть немножко, но я думаю, что можно и получше. Вот. Но мне понравилось. Участников с каждым годом все больше, и это реальный плюс к навыкам в любом возрасте. Елена Фаст, Максим Копылов, Лёкминск. Глава Якутии поздравил с Днем работника культуры. Культура – это душа народа, основа его идентичности и сила, связующая поколения. Вы являетесь хранителями этого бесценного достояния. Открывайте миру красоту нашей культуры и искусства, написал в своем поздравлении Ася Николаев. В Якутии внедряются новые современные технологии и форматы для того, чтобы культура была доступной, интересной и востребованной. Глава региона также пожелал крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, радости, творчества, признания и благодарности зрителей и читателей. Кроме того, в День работника культуры город Покровск стал центром притяжения для авторов со всей республики. В Центральной библиотеке Хангаласского улуса прошел 2-й республиканский форум литературных клубов и объединений. Поэты и писатели-любители смогли лично пообщаться с признанными мастерами пера, именитыми режиссерами и сценаристами из редакции легендарного журнала «Чолбон», которому в этом году исполняется 100 лет. На форуме также работал свободный микрофон, где каждый желающий мог прочитать публике свои стихи или отрывки из прозы. Главным нововведением этого года стали специализированные площадки. Впервые организаторы провели встречи для начинающих сценаристов кино и сериалов, а также для литературных рецензентов, обозревающих современную якутскую литературу. Я в прошлом году в 1-м республиканском форуме также принимала участие. Было много знакомств, познакомилась с нашими известными поэтами. Это было очень
вдохновляющее. Вот. И в этом году, да, тоже принимаю во второй раз. И в этот раз я решилась по другому направлению. Если в прошлом году я принимала, например, секции поэзии, то в этом году буду принимать, записалась в секции рецензии. Сегодня отмечает свой день рождения Вера Нанова-Солдатова, поэтесса, общественный деятель, заслуженный деятель народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Талантливый руководитель, почетный гражданин Аргетского наслега Верхневирюйского улуса и Среднеколымского улуса. Кавалер знака «Гражданская доблесть» и член Союза журналистов России. Встречу организовали в селе Андреевское. Беседа о ее жизни и творчестве прошла в библиотеке. В честь своего 75-летия она презентовала новую книгу, которая уже ждет своих читателей. На днях вышла моя новая книга, небольшая, состоит из 78 стихов о жизни, о судьбе, о родине, о любви, конечно. И туда вошли мои 3 социально значимые содержательные интервью о судьбе своего народа, о языке, о любви к родине, о секретах руководящей работы. Вот 3 большие интервью. Творческие коллективы культурного центра «Сергелярские огни» представят на сцене хореографические постановки Сергея Зверева «Кыл-Олла». 10 уникальных танцев основоположника якутского танцевального искусства восстановят по записям в рамках проекта «Возрождая легенду». Все они будут представлены 3 апреля на отчетном концерте «Эхо традиций. Энергия будущего». Вместе с танцевальными ансамблями выступят артисты студенческого театра, участники вокальной, фольклорной студии и студии дикторского мастерства СПФУ. Для нас важно то, что мы сохраняем наши традиции, и мы сейчас восстанавливаем хореографические постановки нашего основоположника Сергея Зверева «Кыл-Олла». Это не просто хореограф, это постановщик обрядовых танцев, и для нас важно, чтобы студенты не только через современную культуру, можно сказать, чтили наши традиции, но и через старые поколения и тому подобное. К этому часу это все актуальные новости. До встречи в дальнейших эфирах.